А там видно. Телек Батыров. Профессиональный дебют. В красном углу тоже этот спортсмен принимал участие в мероприятии Федерации панкратиона города Москвы. Ну, ничем особо, конечно, он так не запомнился. Достаточно обычный среднячок. Чемпион Кубка Крыма по смешанным боям. Киргизских спортсменов. Их довольно много. Они, пожалуй, из первых поняли, что молодежь надо подключать к занятиям спортом. Довольно активно. Такую действующую молодежь, что называется. Вот их много. Много, берут, что называется, количеством, но пока ничего не выигрывали. И еще довольно долго не выиграют, на мой вкус, потому что с тренерскими кадрами там беда. То, что касаемо вообще уровня проводимых соревнований в московском регионе, брать если ММА и панкратион, то достаточно очень хороший уровень всегда собирают турниры. Ну да. Поэтому те люди, которые проходят через московские турниры, даже если они не становятся чемпионами, а призерами, то это очень хороший опыт и очень хорошая школа для как бы и база, и толчок для дальнейших выступлений, в том числе и уже в профессиональном формате. Да, вот в этом плане я соглашусь. Единственное, что просто не все сразу, наверное. Ну да, дело времени. Но по поводу именно московских дел панкратионистских, назовем так, там да, там все хорошо. Много кто выступал и бился, но я не буду упоминать, что называется, лишний раз. Хабиб Нурмагомедов — это, в общем-то, панкратион. Да, с первые поединки он начинал тоже профессиональных поединков, проводимых Федерацией панкратиона города Москвы. Ну, давайте следить за данным турниром. Мы видим первые же клинчи и перевод в партер со стороны Павла. И треугольничек пошел делать. Да, вот сейчас нужно повнимательнее быть Павлу, потому что ноги заброшены. Ну, Телек забросил, но достаточно неуверенно, да. И Павел ушел из этой неприятной для себя ситуации, выходит сбоку, пытается контролировать, но Телек опять, смотрите, подворачивается и опять делает гард, защиту ногами. О, попытка задушить из этой позиции, ну, можно теоретически. Ну, наверное, все-таки это не Алексей Оленик, который владеет этим приемом совершенству и достаточно часто пользуется им. Ну, Леша, да, Леша в этой позиции любит еще один такой прикол бойцовский делать. Он хороший, попал. Да. Правый сбоку там причем такой жесткий. Павел, да, такой в падении пробивает. Причем сразу болтануло. Причем сразу болтануло практически прям такой хороший. Корешков вот первый добивающий свои исполняет примерно в похожем стиле. То есть у него первый добивающий удар, он сразу попадает по голове. Я не знаю, как у него так получается, но талантливый, конечно, мы про это не раз говорили. И вот здесь тоже, практически не видя, вслепую такой размашистый боковой туда, бабах по голове. Хорош. Сразу прием начинаешь забывать. Что хотелось бы добавить-то? Да, конечно. Тут приходится щедро довольно расходовать силы, восстанавливаясь. А Павел, никуда не торопясь, его здесь трамбует в гарде. Можно полежать на оппоненте. Так вот, возвращаясь к теме, что Леша в этой ситуации любит делать иногда. Головой любит в диафрагму упираться и всем весом туда. Опа. Ну, сейчас вот такой же удушающий получается. Павел попытался поработать ударной техникой головой, но я так понимаю, по правилам именно этого турнира такая техника запрещена. То есть головой в корпус нельзя бить, рефери сделал замечание, и Павел прекратил это делать. Бой перешел в такую патовую позицию, и оба спортсмена подняты в стойке, откуда они продолжают выяснять отношения, кто на данный момент сильнее. Ну, это интересно. У киргизских спортсменов они в круговую подготовлены, в принципе, неплохо, терпеливые, но я очень давно у них не видел хороших таких качественных ударников. Не корявые. Попал. Сейчас попал. Я думаю, сейчас Павел находится даже в нокдауне. Как раз на проходе попал Телек ногой, но, однако же, все равно Павел перевел, пытается доминировать. Там разбито лицо очень сильно, тяжелое попадание. Нос или сечка? Сейчас посмотрим. Ну, вы знаете, удар такой с таким клац довольно характерным прошел, мне кажется, в нос попал. Любопытно будет посмотреть на повторе, что там случилось. И ну-ка. По-моему, сечка лоб. Да, и достаточно глубокая. Возможно, все снимут спортсмены.
Ну, там, да, там попал заклей. Ну, там такой заклей, что, боюсь, может не получиться насчет заклей. Он течет, причем так плохо течет очень. Яркая иллюстрация, знаете, к чему, Дмитрий? Повод поразмышлять в очередной раз. Не ходи в проходы без ударов. Да, так точно. Вот не ходи. Сколько народу на этом горело. Возьми чуть-чуть приклей, чтобы я и в руку поднял. Да, по-моему, все. Да, обидно. Рефери там, конечно, прав. С такой большой сечкой нельзя продолжить поединок. Сейчас после объявления победителя нужно, конечно, идти зашиваться. Ну, я думаю, не первый раз. Не последний, хотя кто его знает. Может быть, до этого не было подобных травм. А здесь серьезно попало, серьезно. Ну вот только заговорили о том, что не видел каких-то гениальных ударников. Вот, пожалуйста, за счет ударной техники такого. Здесь невозможно продолжать поединок как есть. Да. Все. Андеркартовый бой здесь завершен. Пожалуйста. Два киргиза выступали, два киргиза победили. На 3-й минуте 3-й секунды. Победу в этом поединке одержал Тилек Батыров. Тилек Батыров в этом противостоянии выходит победителем. Молодец, здесь все сделал сам. Моя сила — это тренировки, рук не покладая. Братец, ведь не зря моносота всех кыргызов братьев. Позвольте представить вам те компании, тех людей, благодаря которым вы узнаете об этом турнире. Вы можете присутствовать на этом празднике спорта. Давайте поддержим наших спонсоров. Производственное объединение «Техкреп». Генеральная информационная